Здравствуйте, дорогие друзья! Приветствую всех любителей спорта, поклонников русского хоккея. Мы находимся в Сыктывкаре на республиканском стадионе, где сейчас начнется матч российской суперлиги по хоккею с мячом между сыктывкарским Строителем и командой Зоркий из Красногорска. Меня зовут Александр Шавкун. Со мной комментирует этот матч Андрей Николаевич Панин, старший тренер по хоккею с мячом Сыктывкарской ШОР номер 1. Добрый вечер. Итак, это четвертый тур Суперлиги, четвертый матч для Строителя. К сожалению, в предыдущих трех наша команда не смогла набрать очков, уступив во всех трех поединках. Но сегодня мы рассчитываем на подопечных Павла Франца, потому что соперник красногорский Зоркий. Команда, я думаю, на своем льду должна быть нам по зубам. Как вы считаете? Я тоже так думаю. Потому что если мы будем проигрывать дома своим основным соперникам, то хорошего ничего не будет. Поэтому сегодня у нас решающая игра, которая, пусть не решающая, но такая основная игра, в которой мы должны все показать и обыграть эту команду Зоркий Красногорск. Итак, Строитель в традиционных синих цветах, Зоркий в желтых. И сейчас я озвучу составы команд. Итак, начну с гостей. Прозвучал стартовый свисток. Команда гостей. В воротах Артем Драничников. Полевые игроки: Константин Пепеляев, Александр Потяшин, Алексей Селиванов, Денис Корев, Анатолий Голубков, Леонид Бедарев, Александр Гаврилов, Дмитрий Иванов, Максим Василенко, Евгений Волгушев. Сейчас мяч в центре поля, ничего опасного. Состав Строителя: вратарь Денис Гутаренко, 90 номер. Полевые игроки: Роман Бояринцев, номер 5, Артем Лихачев, номер 8, Максим Зубарев, номер 23, Александр Ваюшин, номер 29, Евгений Леухин, номер 37, Максим Немцев, номер 44, Антон Опенлендер, номер 71, Сергей Шибонкин, номер 77, Сергей Филатов, номер 83 и Денис Садаков, номер 93. Главные тренеры команд: команда Зоркий Рушкин, Рушкин Андрей Анатольевич. Главный тренер Строителя Павел Яковлевич Франц. И вот сейчас атака Строителя. И, как я понимаю, угловой. Да, игра идет во взаимных атаках. Уже был опаснейший момент у ворот Строителя. Теперь уже мы подаем угловое стандартное положение. Так, подача, удар. Но Зоркий отбивается. Не получился удар у нашего нападающего. Промахнулся. Видимо, волнение немножко действует на игроков. Но надо быстренько сейчас освоиться и начать уже нормальную игру. Также назову судейскую бригаду. Главный судья Александр Шатунов из Екатеринбурга. Помощники судьи Сергей Денисов и Юрий Медведев, также из Екатеринбурга. Инспектор матча Александр Параваев из Калуги. Пока игра проходит в центре поля.
Есть борьба, звучат судейские свистки, но все пока достаточно корректно. Заброс во владение Зоркова. Мяч удалось принять, но тут же потеря. Погода сегодня, конечно, внесла свои коррективы в игру. Пусть снег небольшой, не тяжелый, но команда все равно приходится играть верхом. Такая тактика сегодня избрана и той, и другой команды. Ну и я считаю, что и низом можно играть сегодня очень даже прекрасно, лед хороший. Да, мы были свидетелями, как ледозаливочные машины активно готовили покрытие к сегодняшней игре. И, в принципе, я думаю, нареканий к качеству быть не должно сильно. Мяч по-прежнему в центре площадки. Команды хорошо друг друга знают, много играли и прошлый год между собой. Вот, поэтому тут разведки никакой нет, сразу же обе команды взялись за дело. Да, напомню тем, кто, может быть, не так пристально следит за хоккеем с мячом, то, что в прошлом сезоне команды вместе выступали в высшей лиге. Вообще, Зоркий, команда достаточно давно играла в Суперлиге, команда, но из-за финансовых проблем прошлый сезон ей пришлось провести во второй по силе лиги нашей страны, где Зоркий 4 раза встречался со Строителем. 2 игры прошли в Красногорске, в Подмосковье. Там Зоркий дважды выиграл со счетом 2-1 и 7-4, а в Сыктывкаре в первой игре победили наши хоккеисты со счетом 4-2, а вторую проиграли 1-3. Но в итоге эти результаты никак не сказались на итоговом положении, раскладе сил. И вот опасная атака. Строитель выходит 1 на 1 и забивает гол. Счет открыт. 71 номер. Антон Оппенлендер забил гол. Молодцы ребята, открыли счет вовремя. Это нужно было сделать. Да, уже буквально на исходе 5-й минуты игры. Быстрый гол, забивает Строитель. В общем, такая стремительная атака. Я думаю, даже сами... Прекрасный навес на крайнего полузащитника. И он хорошо поймал этот мяч, убежал 1 на 1 и забил гол. Да, Антон Оппенлендер. Наша команда по сравнению с прошлым сезоном, конечно, обновилась намного, и поэтому должок у нас есть с этой командой с Зорким. Мы должны их все-таки обыграть дома. С передачи Максима Зубарева отличился Антон Оппенлендер. Именно он, Зубарев, дал хорошую навесную передачу. Болельщиков сегодня мы видим несколько меньше, чем было на 2 первых домашних матчах. Не знаю, с чем это связано. Погода самая подходящая, мне кажется, для того, чтобы провести вечер на стадионе. Радует, что все-таки болельщики приходят, их больше, чем, допустим, прошлый сезон. Но ведь болельщик ждет не только хорошей игры, он ждет и результата. Поэтому, если результата нет, то, конечно, многие не придут и не будут смотреть эти игры. Как только появятся результаты, появятся болельщики. Но, с другой стороны, вот мы видим, что люди до сих пор подходят. Возможно, кто-то после работы чуть-чуть задержался, но потоки людей следуют на трибуны. И, я думаю, зрителей прибавится по ходу матча. Игра по-прежнему проходит в центре площадки, без опасных моментов. Видно с первых минут, что команда наши силы, и просто надо ответственнее, еще более ответственно отнестись к этой игре, и я думаю, что результат будет. Хотя, конечно, и в команде Зорки есть мастеровитые игроки, которые могут сделать все. Я думаю, что наши игроки, конечно же, соберутся и не дадут им это сделать. К слову, о результатах команды Зорки. Так, сейчас, секундочку. Атака Строителя.
Но ничем она не завершается, к сожалению. Но момент очень опасный. Очень хорошая атака. Широко. Был отдан пас в край. Прострел. Но немножко... Защитники сыграли хорошо, команды Зоркий. Нам нарушение правил было со стороны гостей. И сейчас Строитель исполнит стандарт. Да, свободный удар сейчас в сторону ворот команды Зоркий. Он не такой опасный, но любой стандарт всегда должен приводить к какому-то моменту. Вот сейчас был момент еще один, но опять же наша команда ее не реализовала. Про Строитель я уже сказал, что сыктывкарцы 3 предыдущих матча проиграли. Со счетом 4-8 дома Строитель уступил Сипсельмашу, а потом проиграл в упорной борьбе Уральскому Трубнику 4-5. И на минувших выходных в Архангельске уступил Воднику со счетом 6-0. Команда Зоркий провела пока только 2 матча. В первом она проиграла в Ульяновске местной Волге со счетом 7-0. А во втором поединке красногорцы дома обыграли Московское Динамо 4-2. Так что красногорские хоккеисты имеют в своем активе 3 очка после 2 матчей. 9 минут команды сыграли, и видно, что наши хоккеисты хотят играть быстро, играть широко, играть первым номером, заставлять ошибаться команду Зоркий. Я думаю, что успех придет. Зоркий в центре поля с мячом, пытается развить атаку, но сыктывкарцы выталкивают Молодцы, на фланг. грамотно играют в обороне, большими силами, помогают друг другу. Видно, что команда настроена сегодня. Настроена только на победу. Свободный удар. И вынос. Разобрались наши защитники с этим моментом и снова начинает атаку на ворота команды Зоркий. Хорошо сегодня настроен Максим Зубарев, 23 номер, всю игру ведет, молодец. Как подобает центральному полузащитнику. Мяч у Зоркова на своей половине поля. Красногорцы контролируют его. В общем, игра, быстрый гол не взорвал игру, скажем так. То есть особо развитие событий он не изменил. Вы согласны? Да, он не изменил, но он все-таки вселил уверенность в наших игроков. И теперь команде Зорки надо что-то предпринимать. А это всегда чревато контратакой. И вот неплохой проход по флангу. Прострел, но нет. Да, 71 номер активный сегодня опять. Антон Лендер. Ждем, чем закончится розыгрыш стандарта. Подача. Мяч вылетает. Строитель на подборе. Но проход по флангу заканчивается ничем. Нет, будет сейчас еще один стандарт. Но мяч летит мимо. 11-я минута матча. Наши много атакуют, ведут игру, но команда Зоркий огрызается. Тоже быстрые, хорошие есть нападающие, поэтому с ними надо быть намного-много
внимательней. Сегодня наши игроки, я думаю, что готовы и к навесным передачам. Хорошо друг друга страхуют, поддерживают. Поэтому настрой хороший. Вселяет это надежду на общую победу. Строитель пытается по центру. Да, опять активен номер 71 нашей команды. Прострел. Но безрезультатно. Безрезультатно, да. Атаку начинает Зоркий. Домой сейчас слышен такой показательный крик тренерского штаба Строителя. Очень грамотно, хорошо играет в обороне. Справляется с любыми атаками команды Зоркий. И контратакует по левому флангу. Сейчас навесная передача. Вот уже Селедков вышел на поле, номер 10. Я думаю, что этот нападающий может обострить еще больше игру. И нарушение правил, я так понимаю, зафиксировано со стороны я думаю, что гостей, наши будут да. Сейчас нарушение правил. И за боковой будет вводить наш полузащитник. Делает навесную передачу, но она не доходит до адресата. Попытка прорыва по флангу гостей. Прострел, но мяч проходит мимо всех. Момент еще не закончился, но вот мяч вышел, сейчас будет от ворот. Справляются пока наши защитники с игрой команды Зоркий. Пока все в порядке. Сыктывкарцы не спеша выходят, пытаются организовать атаку. 15 минут позади матча. Сейчас начнется самые трудные минуты первой половины игры. Они наступают после где-то 15-20 минут. И здесь надо выдержать. Пересилить, перебегать самого себя. И тогда все будет получаться. Зоркий на своей половине разыгрывает мяч. Без продвижения вперед. Хорошо держит мяч. Сейчас многие команды умеют это делать на скорости, поэтому так просто не отдают ее сопернику. Вот сейчас делает навесную передачу. И хороший подбор, но наши защитники опять справляются с этими моментами. Нарушение правил. Откровенная подножка, но без удаления. Заброс, Зоркий наготове. А вот это вот уже... Сейчас наступает самый ответственный момент, когда начинается усталость у игроков, может быть удаление и в той, и в другой команде, потому что судьи так долго терпеть не будут грубой игры с той и с другой стороны. Опасный прострел, но никуда, как говорится, и наши снова начинают свою атаку. Вот, может быть, неплохо получится. Скорость Хороший пас. Удар! И мимо. Очень жаль. Момент был потрясающий просто. Для того, чтобы забить еще один гол в ворота команды Зорки. Но не получилось. Хорошая скорость была в этой атаке. Отличный пас. Поперечный пас игроку крайнему. Но осталось пробить точно, но не получилось. Теперь Зоркий атакует по флангу. Свободный в нашу сторону. Так, Строитель снова пытается разогнаться.
просто напролом пошел наш Да, нападающий. сумма скоростей, конечно, к 20-й минуте хорошая у наших игроков. Я думаю, что они должны продолжать в таком же темпе играть с командой, тогда будут ошибки у команды Зорки. В обороне, я имею в виду. Снова длинный заброс. Но ничем он не заканчивается. Опять был заброс на 71-го номера, на Антона Оппенлендера. Ну, опять-таки от погоды такая тактика выбирается. Да? Я так думаю, да, но как бы они поиграли. Нет, ну у нас же завершение, это так очень хорошее низом идет. Ну, а верхом, конечно же, надо преодолевать эту всю переднюю линию обороны только верховыми передачами-то. Тем более стоит отметить, Да, сейчас... а побороться просто и уже низом что-то завершить эту атаку. Сейчас не мы получается. играем по ветру. То есть ветер, я так понимаю, в сторону ворот Зоркова сейчас. Поэтому, Видимо, Зоркий выбрал против ветра первый тайм. поэтому забросы могут таить дополнительную опасность. Дальний удар выше ворот. Хороший удар, но мимо. Это Сергей Шибонкин, если я не ошибаюсь, приложился. Так, в игру вошел Максим Зубарев, 23 номер, автор голевой передачи. Вот Так, еще одна хорошая атака. Чем она завершится? удар, но не точно. Наши снова. тренера хорошо, значит, проводят замены, поддерживают. Ну, стоит отметить нацеленность на воротов кавказских Ну, хоккеистов, то есть когда бьют ты- из любых да. положений удобных. Тебе когда дают отдохнуть, ты выходишь с новыми силами, то сил когда много, тогда и скорость, тогда и появляются моменты. Угловой удар. Активно поддерживаются кавказские Надо болельщики. надо забивать. Удар на мяч застревает в Опять защитных не редутах получился, гостей. да, не получился удар. Это был второй угловой, и оба, значит, не получились у нашей команды. По ощущениям, метель усиливается, да, со стартовым Да, свистком. погода очень, я бы сказал, неплохая для хоккея с мячом, но в такую погоду трудно, конечно, играть. И вне игры, я так понимаю, было. Видимо, все-таки нарушение. Высоко поднял клюшку наш игрок, поэтому был свисток в сторону наших ворот. Вот и Зоркий постоянно играет тоже за счет навесных передач, борьбы. Вот эта борьба, когда ты мяч опускаешь вниз на лед после навесной передачи и что-то разыгрываешь, всегда опасно. «21 минута сыграна, почти половина первого тайма. Игра за нами, я считаю». Да, преимущество строителя как территориальное, так и по моментам, я думаю, неоспоримо. Так и должно быть. Мы играем дома, мы должны навязывать свою игру, заставлять их ошибаться. Вот видите, проводятся замены постоянные, поддерживается темп. На ваш взгляд, играет ли какое-то значение то, что строитель провел на одну игру больше вот на старте сезона? То есть, или Да нет, об усталости конечно. еще рано говорить? Нет, конечно, да, это еще только начало сезона, и сил должно быть, как говорится, очень много для того, чтобы проводить. Вот именно вот этот матч, который сегодня мы проводим, он как бы, может быть, и не решающий, но основной. Это наши соперники, выиграв. Мы обязаны просто их обыгрывать дома. Для уверенности, да, я бы сказал. Только для уверенности и для того, чтобы в дальнейшем мы были выше их в турнирной таблице. Когда команда выигрывает дома, она будет всегда выше. А если она выиграет еще на выезде у этой команды, то 6 очков, плюс 6 очков, это очень большой разрыв между командами. Еще повторяю, это наши соперники, это еще команда, я считаю, Динамо Казань, вот Зоркий. Мы должны с ними бороться. Родина Киров.
бороться за, чтобы быть выше и выше в турнирной таблице в этом году, в этом сезоне. Ну, скажем, команды, которые нам по силам опередить. Да, команды все равные, я считаю. Вот даже взять Уральский Трубник, это очень мастеровитая команда. Нашим ребятам просто немножко что-то не повезло. Может, где-то какая-то неопытность или еще что-то. Было жалко, что они не сыграли в ничью. Ничья была наша. Да, согласен, очень Хорошо, поражение. стандартное положение, очень хорошо провел команду Уральский Трубник на последней минуте. Никто не ожидал, что, конечно, так игрок попадет и забьет гол этот. Я думаю, что даже Уральский Трубник в последние минуты был, я считаю, доволен ничьей. Мы немного отвлеклись, потому что игра немножко сбавила обороты. В центре поля преимущественно находится мяч. И Да, опасных я моментов же говорил, нет. что вот эти самые минуты, вот, после 20-й будут такие самые решающие. В это время накапливается усталость, и нужно найти свои какие-то резервы, как бы сказать, дополнительные. Второе дыхание. И самое главное забить сейчас еще один гол, и тогда будет все в порядке. Нарушение правил со стороны гостей. Мяч будет у Строителя. Да, неточные пасы, это всегда опасно. Тут вот я говорю, что это, наверное, все-таки из усталости. Но все равно преимущество видно, что наша команда в этой игре. Свободный удар, будет навесная передача, скорее всего, разыграли низом. Как замело. Нарушение правил борта, всегда опасно. Как замело поле уже, да? Вы обратили внимание? Ну, это еще не очень сильный снег для того, чтобы... Ну, я думаю, что наши ледовары справятся в перерыве и подготовят лед, почистят его. Перехват, может быть, нет. Пришлось притормозить. Хорошо держит мяч. Немножко сбавили обороты, конечно. Видно, что усталость накопилась у наших игроков. Надо продолжать. Находить в себе силы и атаковать. Павел Франц поддерживает своих подопечных. Неплохой отбор, но мяч все равно у гостей. Я тоже, да, пока не увидел ничего такого особенного в игре и команды Зорки. Я думаю, что и Павел Франц видит, что это наша команда. Поэтому и подсказывает нашим игрокам, что нельзя останавливаться, надо продолжать ту игру, которую мы начали вот эти 20 минут. Отличный отбор в центре поля. Но не успевает наш форвард на длинную передачу. Не поймал эту верховую передачу. Так могло быть опасно. Зоркий пытается промчаться по флангу, но останавливают с нарушением правил. Зоркий не прижимается к своим воротам, старается все равно выходить из своей зоны, атаковать, что-то предпринимать. Ничем не заканчивается атака гостей. Да, мяч ушел от ворот. И это нарушение. Тоже удаления не будет. Будет просто свободный удар. Да, пока достаточно либерален арбитр. Ну и нарушения не такие жесткие. В пределах правил, можно сказать, играют
и та, и другая команда, поэтому не за что пока удалять. Заброс в штрафную. Ну, мяч выносят. Бояринцев сегодня участвует в игре. Опытный защитник нашей команды. Был с мячом, делал навесную передачу хорошую, но наши нападающие не справились с ней. Вот, может быть, неплохо. Отлично сыграл, конечно, вратарь. Удар был сильный, хороший, но молодец голкипер команды Зоркий. Артем Драничников сегодня защищает ворота красногорцев. Очень хорошо сыграл. Но если до этого сыктывкарцы в основном били мимо, то вот сейчас пришлось вступить в игру. Да, попал в створ ворот наш нападающий, но вратарь пол команды. Зоркий пытается начать атаку забросом. Строитель пытается вынести мяч, и это удается. Справились, да, с этой навесной передачей. Теперь переходят в свою атаку. Что-то стараются придумать в атаке. Между тем, позади полчаса игры. 1-0. Сыктывкарский строитель впереди, благодаря голу Антона Опенлендера на 5-й минуте встречи. Не удается дать длинную передачу. Так, игра и застряла на этом отрезке. Очень хорошо Зоркий навязывает такую борьбу, что наши нападающие полузащитники поднять голову не могут что-то разыграть. А скорости немножко сбавили, конечно. Нарушили правила наши игроки в борьбе за верховой мяч. Опять мяч у Зоркого. Длинная передача. Ну, мяч у сыктывкарцев. И может быть опасно. Прорыв? Нет. Защитник все-таки вступил в борьбу и мяч отобрал. Не удалось 10-му номеру нашей команде. Хотя момент был отличнейший. Я бы так сказал, игра равных команд. Команда сравнялась в 30-й минуте. Да, Зоркий отодвинул игру от своих ворот. И сейчас прекрасно это сделал, да, и атакует, и контратакует. небольшой фол против сыктывкарца. Свободный удар. Сергей Шибонкин бьет, но мимо. Ну, с такой дистанции, конечно, трудно забить. Вратари хорошие, тем более мы видели, какой сейф он сделал 5 минут раньше. Поэтому с 30 метров ему не забить, надо что-то придумать другое. Опаснейший момент был у наших ворот. Угловой удар. Да, угловой подают красногорцы. Все больше и больше моментов становится у наших ворот. Подача. Удар. Хороший удар, но вышли наши... Еще удар снова принимают на себя. Выбегающие вышли очень хорошо.
помогли вратарю, конечно. Защитили свои ворота. Толчок на борт. Нарушение правил. Играть будет наша команда. Мяч мяч на половине поля Зоркова. Вратарь вводит его в игру длинным броском. Ну, сыктывкарцы спокойно принимают мяч, но вот начать атаку не удается, к сожалению. Такая заварушка небольшая в центре поля. Такое ощущение, что игра сравнялась. Зорки все больше и больше начинают владеть инициативой, и появляются моменты у них. В этом случае надо забивать. Надо забивать, и тогда будет намного-намного легче. Задержка. Фол со стороны сыктывкарцев, и Зоркий будет свободный удар выполнять со своей половины поля. Длинный заброс. Пока справляются. Да, наши справляются. Но вот контратак давно не удавалось организовать. Денис Садаков на левом краю пытался что-то предпринять, но не получилось. Все больше и больше, да, навесными передачами играют зорки и борются за мяч. Создают какие-то моменты. Я думаю, что найдут все-таки силы наши игроки и приложат максимум усилий, чтобы наладить игру, забить еще один гол. Тридцать 5-я минута. Да, 10 минут остается до перерыва. И сейчас вот, как вы считаете, важно забить второй или лучше вот не пропустить и завершить игру так? Я же говорил, что надо, конечно, забить, но быть внимательным, чтобы не пропустить вот в конце матча, чтобы счет не был 1-1 после первого тайма, а именно вот надо сделать, чтобы был счет 2-0. Тогда второй тайм пойдет по другому сценарию. Пока справляются наши защитники с их передачами, с их навесными передачами, с передачами низом, но что-то немножко вот в контратаке не получается. Не могут быстро что-то перейти из обороны в атаку и без этого результата не будет, конечно. Мяч будет наш. Из-за боковой его будут вводить. Да, играя по ветру, наши создали не намного больше моментов опасных у ворот команды Зорки. Поэтому второй тайм будет еще тяжелее. Хотя ведем в счете 1-0. Это большое дело. Отмечу, что угловых пока немного. Строитель, если я не ошибаюсь, 2 раза всего подавал с угла, а Зоркий 1. Да. Что к концу первого тайма маловато. Прорвался по флангу хоккей Строителя, но остановили его, и, как показывает судья, будет угловой. Нет, нарушение правил, свободный удар. Подача прямо в руки вратарю. И команда Зорки начинает свою атаку. Сыктывкарские болельщики завелись. Ждут они. Понимают, что надо, чтобы выиграть, надо забивать. Кто забивает, тот выигрывает. Строитель переходит в атаку. Уходит во фланг.
Артем Лихачев хотел создать что-то там на левом краю, но скорости не хватило. Стеной выросли буквально хоккеисты в желтой форме. И придется все начинать сначала. Сравнялась игра к концу первого тайма. Строитель будет из-за боковой вводить мяч в игру. Навес. Хороший удар, но мимо ворот. 23 номер. Саддаков пробил сильно, но не точно. Видно, что очень большие проблемы в нашей команде в линии атаки. Нет такого острого нападающего, а играть за счет полузащитников, как говорил все эти первые 3 матча, конечно, очень тяжело. И вот тебе, пожалуйста, Угловой будет подавать Зоркий. Стандартное положение. Давайте посмотрим, как это делает команда Зоркий. Пока прекрасно выходят наши выбегающие на бьющего. Сейчас даже травму получил игрок нашей команды, потому что лег просто. Да, досталось. Самоотверженно лег на этот удар. Удар был сильный, плотный такой. Поэтому я думаю, что сейчас больно, конечно, нашему игроку. Ну, продолжает игру. Ну, честь ему и хвала за такой выход. Он спас команду, можно сказать. Очень трудно поймать такой мяч вратарю, поэтому надо помогать вратарю, и тогда и вратарь выручит команду. К основному времени первого тайма добавлено 30 секунд из-за этой паузы. В общем, тайм близится к финалу. Где-то 5,5 минут еще нашим командам поиграть в первом тайме. Потом перерыв. Я думаю, что та и другая команда отдохнет, наберется сил, получит дополнительную установку от своих тренеров. И игра будет еще намного интереснее. Нарушение правил со стороны строителя. Доигрывают команды. Первый тайм, понимают, что он заканчивается. Ну и прекрасно понимают, что, в общем, все будет решаться во вторые 45 минут. Да, можно разложить вот так. 15 минут полностью инициатива была за нами. Потом, значит, следующие 15 минут игра сравнялась. И команда Зорки все больше и больше вот где-то там добивается каких-то опасных моментов. Вот еще один опасный момент был. Ну, мяч прошел мимо ворот. Сегодня ворота защищает Гутаренко Денис. Вот, я думаю, что таких сильных, значит, моментов около его ворот не было, но хотя он видно, что он не уверенный, вступал, да, он уверен так-то. Заброс. Строитель с мячом на фланге. Но не удалось. Зоркий начинает атаку со своей половины поля. Пытается убежать, но тут же мяч теряет. Длинный заброс. Как только сравнялись команды в скорости, вот наши встали чуть-чуть, и уже такая игра становится равная пока. По качеству хуже и, значит, неинтересная стала такая игра. Ничего не получается у нашей команды, конечно. Нападение, проблемы большие в этой линии. Не хватает центр-форварда, на ваш взгляд? Да, уже не только центр форварда, вообще хорошего, быстрого нападающего пока я не нашел в нашей команде.
Смотрите, все и голы, и начало атаки, и голы забивают наши полузащитники. Так, вот, может быть, Щебонкин. хорошая попытка убежать. Хорошая атака, да. Может получиться. Сейчас пас отдаст. Проход. Удар. Гол! Гол, хорошая атака, все-таки закончилась голом. Молодцы, ребята. Вот этот гол, конечно, многого значит. Да, осталось всего лишь играть там какие-то 2,5 минуты. То есть получила команда Зоркий в раздевалку, как говорится. Важнейший гол забивает Строитель. Действительно такая хорошая скоростная атака. Да. Это большой задел на второй тайм. Тактика может поменяться и будет все в порядке. Я считаю, что наши тренера сейчас разберутся в перерыве. Молодцы. Болельщики ликуют. Да, Максим Зубарев на 44-й минуте сделал счет 2-0. Наш центральный полузащитник. Отметим... Нашел все-таки этот мяч в штрафной площади после ряда отскоков и забил этот гол. Самый хороший такой нужный гол в конце первой половины игры. Ну, отметим Максима Зубарева. Он отдавал голевой пас в первом забитом мяче сыктывкарцев и сейчас сам поразил ворота. Ну, этот игрок, центральный полузащитник, он и должен делать. Конечно, ему тяжело. Был бы у нас нормальный нападающий, которому он бы много-много мог отдать пасы, хорошие пасы, и было бы больше моментов нашей команды. Будет стандарт в пользу Зоркова. Быстрый розыгрыш. Красногорцы атакуют. Хорошо вратарь сыграл наш. Вовремя Да, вышел. на выходе надежен. Вовремя вышел, да, закрыл угол прострела, как говорится, дальний. Мяч на половине поля Зоркова. Гости его контролируют. Последняя минута вроде пошла, да? Да. Первой половины игры. Команды готовятся отправиться Торопиться на нашим ребятам отдых. не надо, да. Сейчас надо, чтобы снег закончился и лед почистить. Длинный заброс. Но тут не опасно. И звучит свисток на перерыв. После первых 45 минут игры Строитель выигрывает у Зоркова со счетом 2-0. Голы забили Антон Опенлендер и Максим Зубарев. Мы с вами увидимся во втором тайме, друзья. Оставайтесь с нами.
Итак, мы возвращаемся после перерыва. Строитель Зоркий 2-0 после первых 45 минут игры. С вами Александр Шавкун и Андрей Николаевич Панин, старший тренер по хоккею с мячом, ШОР номер 1. Андрей Николаевич, мы видим, что красногорские хоккеисты вышли намного раньше после перерыва из раздевалки. О чем это свидетельствует, на ваш взгляд? Ну, конечно, команда Зоркий настраивается на второй тайм. И деваться некуда, проигрывают они 2-0. Сейчас они, конечно, будут стараться забить хотя бы гол в наши ворота. А это чревато чем? Это чревато тем, что наши могут играть в контратаках и увеличить разрыв. Озвучу коротко статистику первого тайма. В первом тайме не было удалений, вообще ни в составе одной из команд. По угловым равенство 2-2. По свободным ударам преимущество у Строителя. 3 раза исполнял свободные удары Строитель, 1 раз гости. Это еще раз говорит, что игра равная была в первом тайме, но больше реализовали, значит, голевых моментов имели и реализовали наши хоккеисты, и счет в нашу пользу 2-0. Причем так удачно голы распределились, то есть быстрый гол и гол в раздевалку. Да, очень хорошо, очень удачно. Теперь вот надо что-то придумывать команде Зоркий Красногорск. Еще раз повторяю, что нашим будет легче играть, я думаю, что будут какие-то бреши в защите команды Зоркий. Заброс в штрафную Зоркова, но мяч не находит адресата. И красногорцы попытаются начать атаку. Идет длинный заброс на половину Строителя. Как мы видим, в перерыве ледозаливочные машины поработали, но все равно поле достаточно заснеженное. Довольно большой снег идет, поэтому тяжело было нашим ледоварам приготовить идеальный лед на второй тайм. Поэтому придется играть и навесными передачами. А пока лед хороший, можно играть и низом. Неплохой отбор в центре поля. И фол со стороны Зоркова. Сыктывкарцы будут разыгрывать мяч. Не спеша это делает Евгений Люхин. Идет заброс. Опасный момент. Но вратарь справился с этой передачей. Такой не очень хороший, как сказать. И выбросил мяч, опять идет атака на наши ворота. А какая борьба идет сейчас на фланге? Чуть ли не на скамейку запасных Зоркова хоккеисты выскочили. Да, без раскачки начали команды второй тайм. Поэтому интересно будет наблюдать за игрой. Мячом хозяева, вынос. И в сторону тренерского штаба Строителя прилетел мяч. Прострел на фланг. Гости с мячом. Да, пытался полузащитник сделать навесную передачу в диагональ, но у него это не получилось. Но все равно мяч нашел адресата. Наши отбиваются. Оживились сыктывкарские болельщики. Хочу отметить, что по данным протокола игры на матче присутствуют 2200 зрителей. Таковы данные в первом тайме. Да, такое количество болельщиков для нашего города очень хорошая статистика. И вот атака сыктывкарцев по флангу, но захлебнулась атака. Мяч снова у наших. И фол. Будет опасный стандарт. Да, это где-то уже метров 25 до ворот. Я думаю, что более того, больше, чем опасно будет. Если хорошо пробить,
Это стандартное положение. Смотрим, чем завершится. Удар. Вратарь на месте. Добивание. Гол! Да, это гол. Пошел на добивание 23-й номер, по-моему, нашей команды. Это Максим Зубарев. Да, и... До конца сыграли этот эпизод сыктывкарские хоккеисты и добились успеха. Ну, должны кто-то должен из наших игроков бежать на добивание. Всегда же опасно. Стандартное положение — это хороший удар. И если ты идешь вовремя, находишь мяч на добивании, то всегда опасно. 3-0 — это уже игра. Это большой задел для победы. Пожелаем успехов нашей команде. Денис Садаков стал автором забитого мяча. И случилось это на 50-й минуте. Немножко ошиблись мы. Но теперь уже стандартное положение в наши ворота. Угловой удар. Очень опасно. Расстрел, удар. Скорее всего, не удар, а бросок. Но это тоже всегда опасно. Бросок в сторону ворот при угловом ударе. Справились наши защитники. Такое зеркальное отражение дебюта игры. То есть в дебюте второго тайма мы снова забиваем. Это может быть ли какие-нибудь тренерские наработки? Или стечение обстоятельств? Видимо, да. Была такая установка, что постараться сразу же забить. Поэтому будет раскрываться команда «Зоркий». Будет появляться еще больше моментов. Их надо только реализовывать. И я думаю, что будет все хорошо. Да, сейчас уже Зоркому, мне кажется, пора идти ва-банк. Потому что с таким счетом нужно, чтобы вернуться в игру, в ближайшее время как минимум забить. Да, если они только будут обороняться, то для них, конечно, будет это поражение. Но если будут атаковать, то все может быть. Падает неожиданно наш игрок. Вот получается момент. Но вот защитник хорошо подстраховал. Да. Молодцы. Максим Немцов это был, который очень хорошо вышел на этот мяч. Подстраховал нашего полузащитника, который упал. Сейчас интересно будет посмотреть, как изменится игра строителя, ведь результат, в общем, комфортный. Есть ли смысл подопечным Павла Франца отходить в оборону? Я бы сказал, выходить в оборону нашим ребятам, конечно, чревато, но не торопиться и искать, и из каждого момента делать опасный момент, тогда будет все хорошо. А моменты должны появляться. Даже при обороне. Раскрываться будет все равно команда «Зоркий». Ей деваться некуда. 3-0 это довольно-таки такое хорошее преимущество нашей команды. Пока небольшая пауза в игре. Строитель будет вводить мяч из-за боковой. С правого фланга обороны строитель делает длинную передачу вперед. Диагональная передача нашла 10-го номера нашей команды, но был большой отскок, поэтому ничего не получилось. Надо пробовать любые варианты в атаке нашей команде, и навесные передачи, и низом попробовать поиграть. После того, как поборемся за этот мяч. Вот сейчас хорошо поборолся 9-й номер, но не точно передача. И вы смотрите, снова уже в противоход идет контратака. Ну, у сыктывкарцев достаточное количество на своей половине поля, то есть они уверенно не встречают. Но вот сейчас прорыв по флангу. Да, опасно. Наш защитник махнул мимо мяча, и сразу же опасный момент, угловой удар в наши ворота. Не надо делать таких вот грубых ошибок
в обороне, тогда не давать им возможности, значит, где-то находить свою игру. Угловой удар исполняет Зоркий. И Вот уже 4-й угловой удар, и все 4 раза наши защитники очень хорошо выходят. Выходящие выходят на удар и защищают свои ворота. Хорошо отработано уже в нашей команде, видно, что они поработали. Строитель пытается начать атаку, но не удается. Снова Зоркий идет вперед. Пас на фланг. Удар, но мяч мимо уходит. От ворот. Готовятся замены в составе Строителя. Поддерживают темп наши тренера этими заменами, и всегда выходят свежие игроки, чтобы сумма скоростей, конечно, была довольно-таки высокой для того, чтобы выиграть в этом матче. Я думаю, что победа сегодня к нам придет, если будем продолжать так же играть. Да, но играть еще больше получаса. Да, времени много, но пока я тоже в команде Зорки такого ничего особенного не увидел, поэтому я думаю, что наши справятся. Хотя, конечно, каждую команду надо уважать, с каждой командой надо играть до последней минуты. Проход по флангу Зоркова, но сыктывкарцы надежны в защите. Удастся ли начать быструю контратаку? Нет, сыктывкарцы не спешат. И потеря мяча. Очень внимательно надо играть с этой командой. Вот они обыграли у себя на поле в последнем туре. Удар опасный вот сейчас. В последнем туре команду «Динамо» Москва, которая сегодня обыграла команду «Водник» большим счетом 8-4. Говорит о том, что команда «Зорки» все равно имеет возможности и большой потенциал. Осторожно с ними дать быть, очень внимательно довести эту игру до победного конца. Заброс во владение Зоркова, борьба. Но не удается зацепиться за мяч сыктывкарским хоккеистам. Пока пауза в игре. Зоркий сейчас со своей половины поля делает длинный заброс. Сыктывкарцы. Да, в такую погоду игра перешла на верховые передачи. Поэтому надо быть внимательным. Снег идет и идет. Низом будет все сложнее и сложнее играть. Опять угловой удар в наши ворота. Это опасно. Удар, и удар достигает цели. Да, наши пропускают с углового удара. Стандартное положение всегда опасно. Вот 5-й угловой все-таки добились успеха красногорцы. В общем, количество перешло в качество, Да, можно счет так сказать. 3-1. Потому что за первые 10 минут второго тайма красногорцы, в общем, подали больше угловых, чем в первом тайме. Видимо, еще травму получил наш игрок. Вот. Да, сейчас Врач команды появились на поле. побежал, да. Попало кому-то там, видимо, мячом при пробитии стандартного положения углового удара. Сергей Башаев, номер 23, отличился в составе красногорского Зоркова. Было это на 58-й минуте.
И у нас счет 3-1, и еще играть полчаса. Я думаю, пока, в общем, ни о чем с уверенностью нельзя говорить об итогах матча. Держится за лицо игрок сыктывкарцев. Александр Ваюшин получил, видимо, серьезную травму. Да, отводит его на скамейку запасных, где ему продолжат оказывать помощь. Одну минуту добавил судья к основному времени матча. Вот сейчас атака Строителя может быть. Но нет, не удалось пройти 1 в 1. Пас на фланг. Атака продолжается. Борьба в штрафной, но мяч вылетает из нее. Хороший момент был у нашего 9-го номера команды Владимира Власюка, но он не справился, не укротил этот мяч, а момент был опасный. Но игра продолжается у ворот Зоркова. Опасный момент, а мяч там пометался по штрафной площади, но не попал в ворота. Гости идут в контратаку, проход по флангу, заброс в центр, но сыктывкарцы надежны. Но мяч забрать не удается. Мяч по-прежнему у красногорцев. Они будут разыгрывать его с фланга, но безрезультатно. От ворот разыграют наши хоккеисты. Да, отмечу еще, что забитый мяч Зорким, он стал, по сути, после третьего углового подряд таким своеобразным результатом вот этой вот серии угловых. Угловые удары — это очень опасное стандартное положение. Если команда его хорошо использует, хорошо пробивает, то имеет результат. Красногорцы все больше времени проводят на половине поля Строителя. Сейчас у них явное преимущество наметилось. Ясно, что им деваться некуда, они поняли, что можно забивать, поэтому полезли. Другое дело, как говорится. Хотелось бы увидеть контратаку Строителя в таком случае. Вот, может быть, сейчас. Хороший момент. Эх, ну ладно. Не прошла угловой передача, к сожалению. Хороший мог бы быть момент, если бы перебросил он. Не получилось. Такая техническая ошибочка. Хороший момент был. Можно было бы забивать, конечно, в этой контратаке. Сейчас посмотрим, как наши реализуют этот момент. Этот угловой удар. Подача. Удар. Мимо. Да, тем временем к республиканскому стадиону подъехала скорая. Да, видимо, у Ваюшина серьезная травма. Да, Александра Ваюшина прямо сейчас припровожают в автомобиль скорой помощи, где ему, видимо, продолжат оказывать необходимую помощь. Вот еще одна может получиться контратака, но... Хорошо. Болельщики требуют фола. Но все-таки не пенальти. Не пенальти, а Да. удаление будет в команде удаление. Зоркова и выносит. На пятак выносит. Будет штрафной удар. Тоже опасно. Тем более, что сейчас будет удален игрок команды Зоркова. Отчасти с похожей точки сыктывкарцы забили первый гол 10 минут во втором тайме, который был. получает команда Зоркий Красногорск. Это первое удаление в матче. Только по истечении 2/3. Удар.
Но мимо. Угловой удар. Угловой. Угловой. Сергей Башаев в составе Зоркова удален на 10 минут за подножку. Это автор забитого мяча. И угловой Строителя, второй подряд. Удар низом не проходит. Хорошо выходит тоже с углового. Команда защищается, команда Зоркий Красногорск. Мяч стоит у сыктывкарцев, и заброс длинный не находит адресата, к сожалению. Трудный матч будет, особенно последние минуты будут очень трудные. Видно, что Зоркий активизировался. Нашел в себе все-таки силы. Вот уже 65-я минута. Очень опасно атакует. Вот сейчас надо хорошую контратаку провести. Ну, к сожалению, опять неточный пас. Да. Технические ошибки приводят вот к потере мяча. Не хватает опыта, хладнокровия, как вы считаете? Ну да, ребята молодые еще. Научатся отдавать точно пас. Потому что если ты не будешь точно пас отдавать, то игры никакой не будет. Мяч контролируют сыктывкарцы. То есть надо сбить атакующий такой порыв, который Зоркий продемонстрировал вот последние 10 минут. Поэтому даже вполне логично подержать мяч. Длинный заброс гостей. Теперь ответный заброс, но никого здесь нет из сыктывкарцев, и мяч снова у гостей. Так, все более-менее стандартно в атаке команды Зоркова. Без каких-то там, без какой-то там импровизации определенной. Поэтому можно справляться с их атаками. Не можно, а нужно даже. Просто не допускать грубых ошибок. Атака по флангу в исполнении Зоркова и нарушение правил со стороны сыктывкарцев. Будет опасный стандарт. Удаление в нашей команде. Да, уравнял судья составы. Бояринцев удален на 10 минут. Роман Бояринцев, защитник команды Строитель, удален на 10 минут. Удар. Не точно. Опасный удар. Ивана Кораблина выпустили на его место, на место Бояринцева. Пауза в игре снова у нас. Сыктывкарцы начнут в центре поля разыгрывать мяч, пас назад и заброс вперед. Но зацепиться не удается. Разбегаются в очередную атаку хоккеисты Зоркова и фол со стороны сыктывкарцев. Быстрый розыгрыш мяча на фланг. Проход по флангу, прострел. Но сыктывкарцы пересекают его. Хотят, конечно, команда Зорки хочет сыграть нестандартно, но у них мало это что-то получается. Пока наши справляются. Вот сейчас будет еще одно удаление за игру высоко поднятой клюшкой. Будет удален игрок команды Зорки. Снова численное преимущество получает Строитель. Дмитрий Иванов, 35-й номер, удален. Навесная передача в штрафную площадь.
Был свисток. Тоже высоко сыграл Лешка, Да. наш игрок, и Поэтому этот момент не считается. Антон Оппенлендер. Зоркий вновь пытается по флангу пройти и прострелить. Но Сыктывкарцы надежный, перехватывают мяч. Удастся ли быстрая атака? Нет, к сожалению, быстро уйти вперед не удается. Идет длинный заброс. Побыстрее надо переходить из обороны в атаку, и результат будет, но медленно, очень медленно. Успевают возвращаться игроки команды Зорких на свою половину поля и справляются с нашими нападающими. Проход по флангу сейчас. Да, мало того, они еще контратакуют опасно. Но обошлось. Мяч в центре поля. Сейчас такие перегонки устроили хоккеисты, но вратарь все контролирует. Защитник тоже здесь. Надежно так сыграл защитник. Опасно, но надежно. Разрезающий пас на фланг. Прострел. Опасно. Удар. Опаснейший момент был, да. Все больше моментов появляется у наших ворот. Ничего, тем интереснее игра. Я думаю, что наши справятся с ними. С этими моментами. Как вы считаете, сейчас скорости у Зоркова немножко повыше, мне кажется? Да, так, я бы сказал, они сравнялись. Самое главное, что сравнялись скорости, поэтому наши не могут убежать, и они пытаются что-то сделать, но тоже у них не получается. Но опасные моменты у тех и других ворот появляются. Нет. Же отбиваться наши начали. Да, Это- вот не хотелось бы этого. Это плохо, это плохо. Безадресно. Надо контратаковать, надо придумывать что-то. Кто-то должен все равно держать мяч, перехватывать и убегать. Вот сейчас такая возможность появилась у нашего игрока. Но видно, что у него или сил нет, или возможности такой не появилось, чтобы прибавить скорости. Напоминаю, что сейчас Строитель в численном большинстве. На одного игрока больше на льду у сыктывкарцев, но скоро это закончится. Опасный момент был. Ну, численное преимущество в хоккее с мячом, оно не так сказывается, как там, допустим, в хоккее с шайбой. Но все равно, когда на два игрока, сейчас на одного игрока Да. больше в нашей команде, все равно полегче. Вновь не удалось вынести сыктывкарцам мяч в направлении форвардов. Проход по флангу Зоркова. Прострел. Как-то тревожно становится немножко после таких атак Зоркова. И видно, что и тренера очень взволнованы. Руководят, стараются взбодрить наших игроков. Длинный вынос с половины поля Строителя. За мяч не совсем удалось зацепиться. С ним красногорцы. Вот сейчас может быть атака. По флангу проходит игрок Строителя. Угловой. Ну, это лучший вариант. Третий угловой Строителя в тайме. Я напомню, что красногорцы, они как раз таки с третьего забили свой мяч. Я тоже считаю, что должно где-то пройти и у нас
Хороший удар надо произвести, попасть в ворота, и я думаю, что будет все в порядке. Мимо. Вот видите, опять мимо ворот, выше ворот, поэтому... На ударную позицию здорово сейчас вышел сыктывкарец. Но... Ну, Иван, он сейчас не сам сделал это угловой, он защитник пробежал полполя. Конечно, ему тяжело было сейчас пробить. Тяжело играть без нападающего. Вот видно, что нет ни одного нападающего, который бы мог... Тем временем команды снова в равных составах. Сергей Башаев, удаленный игрок в составе Зоркова, вернулся на лед. Опасный свободный удар. Сейчас пробьют команда Зоркий. И угловой. Да, очередной угловой. Наши ворота. Идет 74-я минута матча. Не удалось подать мяч как следует хоккеистам Зоркова. Им, контратака, давайте. Не хватает скорости чуть-чуть, не хватает. Все видно, что через силу делают наши ребята. Но получается что-то. Вот сейчас по флангу там хороший прострел, опасный момент, но удаление. Да, отложенное удаление в составе Зоркова за фол на фланге. Наступает самый напряженный момент матча, когда силы заканчиваются. Сейчас надо выдержать, и тогда будет легче. Концовка будет за нами, я думаю. Да, Константин Пепеляев в составе Зоркова удален на 10 минут. Есть шанс на контратаку. По флангу проходит Владимир Власюк, но прострелить ему не удается. Не хватило скорости нападающему. Ни сил, ни скорости, но свободный удар. Да, мяч остается у Строителя. Разыграть не удалось, к сожалению. Но вернули мяч сыктывкарцы. Хорошо борется Власюк за мяч, но немножко не получилось. Возвращается Роман Бояринцев на лед, хоккеист Строителя. Хороший момент у нашей команды. Ну вот, нужно было, конечно же, игроку еще чуть-чуть продвинуться вперед. Голкипер гостей на месте. Более опасный был момент. В общем, был готов к этому удару. Такому вратарю не забьешь в 30 метров. Болельщики призывают сыктывкарцев пойти вперед. Тем более повод есть. У сыктывкарцев сейчас на 2 игрока больше на льду. Мяч на фланге, борьба. И Зоркий отвоевал себе мяч. Самый активный, номер 3, Иван Кораблин, защитник. Тяжело, ему вот возвращаться еще назад надо, в оборону. Судья фиксирует фол со стороны Строителя. Красногорск продолжает атаковать. Заброс в штрафную. Но здесь сыктывкарцы все видят. Все меньше и меньше времени остается у команды Зоркий для того, чтобы попытаться что-то сделать. Значит, и все больше и больше моментов будет у наших ребят. Возвращается на лед Дмитрий Иванов из Зоркова.
У него закончилось штрафное время. Преимущество в одного хоккеиста теперь. А сейчас игра перейдет полностью на игру верхом. Будет борьба. Тут надо бороться. Зацепиться за мяч, но это не удается сделать, поэтому опять контратака команды. Ну, настрой сегодня хороший. Настрой хороший, видно, что ребята борются. Но Такой жесткий фол, ну не жесткий, но сорвал атаку сыктывкарец и номер 8 удален. Лихачева будет удален. Да, Эмоции перехлестнули парня, не надо было его трогать, этого игрока. Ну, да, там Спокойно его с ним прокатиться, встречали. но видно, что силы кончаются. Зоркий разыграл мяч, проход по флангу. Но ничем он не завершается. И Строитель начнет от своих ворот. Самое главное не проиграть движение. Движение не проиграть, и тогда будет все в порядке. Заставить себя двигаться на поле как можно быстрее. Вот, а моменты будут появляться. Сейчас опять неточный пас. Лишнее сделал 71 номер Антон Опенлендер. Зоркий атакует, но мяч уходит за лицевую линию поля. И Строитель начнет от своих ворот. Да, заключительная 10-минутка сейчас начнется. Напряжение нарастает. Напоминаю, Строитель ведет со счетом 3-1. Второй тайм пока играем в ничью. Игра равная. Кто допустит меньше ошибок в обороне, тот и выиграет сегодня. А пока счет в пользу нас, нашей команды. Хорошо. И вот, может быть, Вот перехват они- на чужой половине поля завершится чем-то опасным. Совсем один игрок Строителя около ворот. Но мяч, Очень медленно. да, очень не, медленно. не доставляют Да. ему мяч, к сожалению. Хороший пас. 12 номер, конечно, у нас. Это Ренат Зинганшин. Не очень уверенный игрок. Зоркий на фланге Вот его пытается сразу же атаковать. заменили 12 номера, вместо его вышел другой игрок нашей команды. Строитель пытается убежать в контратаку, но нет адресатов впереди. Да, плохо открывается нападающий, но вот перехват, но с нарушением правил. Снова Зоркий с мячом на своей половине поля начинает очередную атаку. Идет заброс. Суматоха небольшая, но Опасный момент. Строитель отбивается, еще и нарушение правил со стороны Зоркова. Фол в атаке фиксирует судья. Вот будет навесная передача на ворота Зоркова. Надо бороться. Там один нападающий. Очень плохо. Плохая очень навесная передача. Тем более не нападающего, а нашего центрального полузащитника, 23 номер Зубарева. Голкипер Зоркова далеко выбрасывает мяч. Не удается подобрать удар. Надежный вратарь нашей команды. Да, Денис Гутаренко вступает в игру. В этом тайме он, да и вообще он не часто в этом матче вступает в игру, но вот сейчас он на месте был. Фол со стороны Зоркова. И Строитель в центре поля будет разыгрывать мяч. Сейчас такая любая пауза на руку сыктывкарцам. Особо не стали мудрить с розыгрышем, просто ударили с центра поля поворотом. Так, размять вратаря на последних минутах матча. Надо что-то придумывать, конечно, более интересное, для того, чтобы закончить этот матч на хорошей ноте. Да, последние 10 минут играть. Они так прижаться к своим воротам очень опасно.
борьба. Мяч останется у Строителя. Заброс, но опять не удается зацепиться. А очень напряженные последние минуты матча. Такое ощущение, что у Зоркова больше сил осталось. И вот момент. Офсайда не было? Нет, был офсайд, да, судья Не зафиксировал. игры, еще и удаление у команды. Видимо, за неспортивное поведение. Да, сейчас очень резво красногорцы проскочили оборону и даже забили мяч. Но судья остановил игру раньше. 23 номер удален у команды Зорки. Это автор гола. Второе удаление в матче его. Да. Напомню, что если будет третье удаление, ну, то его могут удалить до конца. Снова пауза. Все чаще и чаще стали заменяться игроки нашей команды. Последние минуты матча. Тренера хотят поддержать темп, но наши все-таки немножко в концовке-то послабее в скорости. Да, какие рывки совершают игроки из Зоркова. Прям через все поле несутся. Наши прижались, очень прижались к воротам. Потом сил нет, поэтому где-то это борьбу не навязывают. В середине поля. Это опасно. Всегда опасно хоккей с мячом. Сейчас атака Зоркова. Проход по центру, пас. Ну, на фланг уходит хоккеист. Прострел в центр. Не находит адресата. Хорошо, что в команде Зорки тоже нет таких игроков мастеровитых, чтобы закончить эти моменты до гола. Поэтому я думаю, что все равно наши ребята выдержат и выиграют этот матч. Тем более, что до конца осталось где-то 3,5 минуты. Сейчас Зорковым, по сути, остается рассчитывать на навал. То есть массово навалиться на ворота. Да-да, сейчас они начнут туда навешивать, там бороться. И им уже сейчас терять нечего. Хорошо, надо вот так надо погонять защитника, чтобы он не смог это делать. Правильно. Видите, как Вот это очень сейчас неприятно. будет удаление, да, удаление будет нашей команде. За 3 минуты до окончания. Да, это 37-й номер Евгений Леухин сейчас клюшкой зацепил за ногу игрока соперников. И до конца матча он уже на льду не появится. Зоркий атакует. Прострел с фланга. Немножко осталось нашим ребятам, чтобы довести этот матч до победы, продержаться, подвигаться, побороться. Да, дебют второго тайма заставил понервничать, потому что казалось, что Зоркий сейчас близок к тому, чтобы переломить ход игры. Но сыктывкарцы выстояли, и, в общем-то, игра проходит. Да, физическое состояние, конечно, нашей команды в концовке желает быть лучшим. Поэтому сейчас только самоотверженность. Зоркий размашисто пытается атаковать. А моменты за моментом у наших ворот. Наши отбиваются. Надо просто выходить. Да, это оттуда. тоже такая возможность убить время немного, пока мяч катится через все поле во владение Зоркова. Новую атаку начинают красногорцы.
Мы слышим громогласную поддержку сыктывкарских трибун. Очень активный 8 номер у команды Зорки, Вещагин. Сцепились на бровке хоккеисты. Мяч на фланге у игрока Строителя. Отворот. Да, не удалось сохранить его. Вот таких моментов надо побольше. Надо увозить мяч от своих ворот. Проход по флангу игрока гостей. Но он ничем не завершается. Да, отворот. Считанные минуты остаются уже до конца игры. Да, последние минуты, я думаю, что все будет в порядке. Возвращаются на лед Артем Лихачев и Сергей Башаев. Полторы минуты до первой победы в играх Суперлиги нашей команды. Да, это долгожданное событие. Напомню, Строитель после 7-летнего перерыва вернулся в элитный дивизион российского чемпионата. Пошла последняя минута. Осталась минута до победы. Дальний удар. Хорошо сыграл наш вратарь. Надежно. Молодец. На месте Денис Гутаренко. Там игрок Хороший был удар. Пытается спровоцировать сыктывкарца. Ну, это на руку нашей команды. Пусть они там провоцируют. Все, что да, угодно. Нервы сдали у красногорцев. Но Денис Гутаренко сейчас просто намертво взял мяч. После этого непростого удара. Довольны наши болельщики. Хоть концовка была и неинтересной для их. Но победа вот-вот придет. Вот и все. Первая победа в Суперлиге. Свисток, да. Поздравляем всех сыктывкарских болельщиков, всех жителей Республики Коми с этим долгожданным событием. Строитель одержал свою первую победу в этом сезоне Суперлиги после возвращения. Напомню, что в составе Строителя сегодня отличились Антон Опенлендер, Максим Зубарев и Денис Садаков. Счет 3-1. Поздравляем подопечных Павла Франца. И вы слышите, что скандируют наши трибуны. Действительно, наша команда сегодня настоящие молодцы. Они показали неплохой хоккей, показали характер. Это самое главное. Забили, надо отметить, такие достаточно хорошие мячи. И удержали победный счет. С вами на этом матче работали Андрей Николаевич Панин, старший тренер по хоккею с мячом Сыктывкарской ШОР номер 1. И я, руководитель информационной службы новостей информационного агентства БНК Александр Шевкун. Я хочу сказать спасибо всем, кто смотрел нас на сайте БНК и в нашем сообществе в социальной сети ВКонтакте. С этого матча агентство БНК будет транслировать все домашние игры Строителя в Суперлиге. Следующая трансляция состоится уже в ближайшую субботу, 18 ноября, когда Сыктывкарский Строитель примет Московское Динамо. Поэтому следите за новостной лентой БНК, читайте анонсы ВКонтакте и смотрите наши трансляции. Еще раз всех с победой. Спасибо, до свидания.